Исәнмесез. Мин сезне күрүгә бик шат. Сегодня у нас 14 занятие. Осталось у нас уже совсем мало времени, чтобы по-настоящему заговорить по-татарски. Но что мы уже умеем. Я очень горжусь вами. Сегодня хочу вас познакомить с деепричастиями. Вот на экране вы видите, сейчас мы потихонечку начнем разбираться. Деепричастие объединяет в себе признаки глагола и наречия, и это вы все знаете. Они не склоняются по лицам, числам, временам, хотя и выраженное им действие может относиться к различным лицам. Их время зависит от основного глагола. Деепричастие в татарском языке имеет 4 формы. Давайте первый столбик посмотрим, отвечает на вопрос «Нишля». Что делая, что сделал? Что сделал? И если вам легче ориентироваться, как вот в русском языке, то переводится на русский язык при помощи суффиксов «в», «ш», «а», «я». Вы это все помните. А у нас это будет «тошла», например, бросив, «сотып», продав, что делая, «нишля», «тошла», «күтүп», «утырып», «ишлеп». Вот, например, я про себя могу сказать. Мин басып сөйлейм, басып, нишләп сөйлейм. Сіз утырып тыңлайсыз. Вы слушаете сидя. Я рассказываю стоя. Вот у нас первая форма. Например, ул миңа ашуланып карады. Ашуланып карады. Как мы переведем это предложение? На меня посмотрел со злостью. Да. Он посмотрел на меня Сердито. Сердито, со злостью, да. Он меня ашуланып карады. Это я привожу пример и вас проверяю. Ринат ауырып ятып килмәде. Сможете перевести? Ринат ауырып килмәде. Можно сказать ауырып ятып, ауырып килмәде. Еще раз. Ауыр это тяжело, ауру это заболевать. Приболел, да. Ренат не пришел, потому что приболел. Ренат из-за болезни не пришел, да, это правильно. Мин яңалыкларны газетадан укып белдем. Эльвира, сможете перевести это предложение? Мин яңалыклар это новости. Газетадан укып белдем. Да, все правильно, Екатерина вам помогла. Я узнала это, прочитав газету, да? Син бу китапны аңлап укыйсыңмы? Сможете перевести? Син бу китапны аңлап укыйсыңмы? Прочитав из книги. Да. Что-то там понимал. Да, понимаю. Как син, как переведем? Ты бу китапны. Читая книгу, понимаешь смысл? Да, вот так. А если мы красиво сформулируем, син бу китапны аңлап укыйсыңмы? Ты читаешь эту книгу, понимая, с пониманием, смысл понимая, аңлап укыйсыңмы? Әлфия, аның турында Вадим миңа шатланып сөйләде. Сможете нам помочь перевести это предложение? Шатланып сөйләде. Нишләп сөйләде? Аның турында про него, поможем, да? Про него Вадим говорил с радостью. Да, про него Вадим говорил с радостью. Әлфия, бұл штылар. Вам, наверное, легче, когда вы пишете предложение, и когда мы пишем, когда оно уже написано. Когда уже написано. Нет, я специально тут
примеры привожу, чтобы вы могли не только наглядно или схватить сразу, записать, потом уже перевести. У нас есть и такие упражнения, а вот у нас есть они. Вот. Да. А отрицательная форма деепричастия этой формы образуется при помощи аффиксов мыща, мище. Вот. Мище. Сюлемище. И еще может иметь сокращенный вариант мы, онламый. Также мы, ща, например. Пример будет онламыща. Не понимая, да? Онламыща. Онламый. Если мы скажем онламый, будет, ничего не изменится. Смысл слова не изменится. Мище. Анла – это глагол понимать? Да, онла. А мы его не перепутаем вот с какой-нибудь личной отрицательной формой онламы? Не будет это? Онламый – это отрицание этого же глагола. Онлау, онла, онламый. Если вы, вот онла – это понимать, а мы, онламый, не понимать. Сейчас разберем. Как отличить вот, личную форму глагола от деепричастия, там, где это добавочное действие? Только по контексту? Сюлемище. Задаем вопрос. Нет, просто задавать смысл. Сюлемище. Сюле – это вот корень, сюле рассказывает. Сюлеми – это не рассказывает. Ще мы можем добавить. Но если мы отрицаем и говорим сюлеми, тоже будет не будет ошибкой. Где вам непонятно? Вот сойлеми это совпадает с отрицательной формой третьего лица. Да, он сюлеми. А в предложении как отличить? То есть только по наличию основного действия, да? Только по смыслу предложения получается, да. То есть там, где это основной глагол солями, там он будет один. Он сюлеми. Да. А если есть второй какой-то глагол, то это, получается, будет деепричастие. Да. А то второй глагол Да. основной. То есть только по контексту. Сюлеми. Да, только надо понять смысл предложения. Давайте вот поупражняемся, где написано упражнение, отрицательная форма. Работаешь, не стараясь. Мы Гулю еще не слышали сегодня. Стараться хорошо. Дырыс. Хорошмыща эшвин, если вы про себя хотите. Работаю, не стараясь. Да, а тут написано работаешь, мы можем сказать про кого-то другого. Хорошмыща эшли. Ничего страшного, вы все правильно. Главное, вы правильно перевели все. Работаю, не стараясь. Вы так перевели. Хорошмыща эшли. Идет не спеша, Люцепа. Не спеша, ашакмай. Ашакмыча, да? Ашакмыча, вара. Да, ашакмыща вара. Можете сразу написать вот свои глагольные слова, как у вас и будет обогащаться на примере незнакомых слов. Ну давайте, я вам напишу. Какое слово? Не спеша. Не спеша. Нет, спеши. Глагол спешить. Ну или спешу, первая форма. Первая.
спешить. Надо к этому мое слово любимое. Да. Как вы скажите, мин ашара? Вы так скажете, если вы про себя хотите сказать, что ашара. Вот аша, мыща, вот это мы добавили сюда. Г превратилось в Г. Так, это спешить, торопиться, да? А вы сейчас скажете мне ошау, да, еще? Не будете путать со словом ошау, это еда, а тут ошау. Нет, а я хочу спросить тогда, почему у нас получается от одного глагола разные формы части могут, да, образовываться? Да. Ошибмы. Ща. Ошак. Это отрицательная форма будет ошак меща. А если вы хотите сказать, вот мы первый пример ошагат. Ошибы. Да. А вот это ошига. Ашага, мы дойдем. Другая форма. Ашага, да, от одного глагола могут быть разные формы. Дойдем до этого. Следующее, Эльвира сидит, не слушая, это не про нас, да? Тануламы. Утра. Тануламыща утра. Дырыс, Эльвира, тануламыща утра. Люрапа, живешь, не забывая. Онуту. Забыли, да? Онуту. Унутмыша, вершися. Да. Унутмыша яши или яшисен, да. Унутмыша. Вам надо написать слово забывать? Мы когда говорим, тут больше слышим о. Но пишется он и последний говоришь, не подумав, Екатерина нам скажет. Думать улярга. Мы образуем отрицательный форму. Дурюс. Улямыща. Говоришь. Сөйлешесің, әйтесің, да. Все правильно. Молодцы. Мы справились. Бернчисы. А хазер, вот посмотрите, пожалуйста, на второй столбик. Тут все написано, можете сами прочитать, и даже у вас там есть, что выражает. Вот как раз ашыга хотели это услышать. Вот длительные или регулярные действия, одновременные с основным глаголом. И вот чаще всего употребляется повторяясь. Если мы два раза вот долго-долго, уже ведь тоже какой-то смысл, то, что вот когда в русском языке мы говорим, мы шли долго-долго, уже с предложения понятно, что это было длительное действие, да? И тут у нас в татарском тоже, если ашыга, это значит не просто спешили, а прямо очень спешили. Не бежали. Да, чуть ли не бежали, правильно. И у них окончание, посмотрите, и. Например, эйте, часто говоря, шли, много работая. Мин уйлы юрим. Я хожу и думаю, да? Деепричастие на а и которые заканчиваются, может выражать и основное действие, образуя со вспомогательным глаголом. Мин бара алмин, mesela. Бара алмин.
Все у вас написано. Давайте в упражнениях после Екатерины и Лиза Полтрама продолжим. На примерах разберемся, и нам станет легче. Пришли Орла. Конечно. Устали, работая. Работая, устали, да, устали. В русском языке мы не будем это слово работая употреблять, да, 2 раза. Но здесь шли, можно сказать, работа. Как вы перевели? Работая, устали. Устали, работая. Устали, Ну, или так. очень устали, да, если мы хотим вот прямо весь контекст передать. Ага. Зота бара. А если так дословно, то работая, устали. Да, да, ну много работая, да, мы лучше Да. будем. У нас, если даже вы будете сталкиваться с таким предложением самостоятельно, вы поймете, что 2 раза работая, мы все равно употреблять не будем. Но тут мы должны понять, что человек очень много работал. Шли, ардыла, долго работал. Озото бара. Озоту, провожать, да? Узо. Торга. Озотырга, провожать. Если мы просто скажем озотам, мин озотам, это будет, как вот Екатерина с первых же примеров зацепилась за это будет просто глагол, а озотам Провожает. да, провожает. Гуля, Дословно получается шел провожая. узото бора, да, бора, идти, шел. Шел провожал. Да, идет. Шел и провожал. Идет, провожая. Идет провожая, да, лучше По-русски как провожает. Провожает просто. провожает. Здесь основной глагол какой, бора? Узото бора. Основной. Да, узото бора. А еще вопрос, вот эта вот форма шли, озота, это же вот форма третьего лица единственного числа? Ул узота, ул ишли, да. Но если вы их встретите, вот как вам легче понять, двойной глагол, то это будет уже 2 причастия. Одно будет две причастия. Да. А как узнать, так какой главный из них? Только по смыслу, да? Только по смыслу, и вот ведь у нас есть в подсказке окончания. Так окончание-то у нас как третьего лица. Озота, бора. Узото Он бора. шел, он провожал. Иди провожай. Идти провожает. Иди провожай. Первое две причастия, второй глагол. Да. То есть стоять будет основной глагол в конце дальше. Да. Бора. Бора озота, это уже не вы правильно, это я подразумеваю. Я вот это вот понимаю, как шли, шага. Мне кажется, даже не надо переводить на русский, вот в плане, что как длительное действие, если Да. 2 раза. Да. Мне кажется, это даже более точно, если говорить просто много работал. Просто шли, это даже понятнее. А вот ашага, мы там этот глагол уже употребляли, а тут ашага, югре. Мы это уже заметили, да? А он Да. шагал на турак. Ашыга матырак звучит, да. Кабатлы яйте. Кабатлау повторять. Гуля, сможете нам перевести кабатлы яйте? Повторять. Помогите, пожалуйста, Гуля. Кабатлы. Говорит, Ну, я бы сказала, много раз повторяет. да, говорит, повторяя, да, если... Повторяет и повторяет. Да, если дословно мы переведем, повторяя, говорит, но Да. ну, нескладно звучит, да? Хабатлы, яйте. Элиза, как вы сказала?
Повторяет и повторяет. Повторяй и повторяй. Пусть будет так. Следующий у нас с окончанием рош, геш. Рош. Последний. Ну, давайте клёв-клёв-сили. Смеясь, разговаривать, смеясь. Да, разговаривать, смеясь, напишите. Смеяться. Сили, говорить. Можно, да, можно сказать, рассказывает, да, смешно рассказывать про какой-то случай. Рассказывает, смеясь. Да. Мезекляр. Третий случай у нас рош, геш. Выражает действие какое, тут все написано. Предшествующее действие основного глагола и переводится на русский язык. Вот так-то. Как только после того, как, когда. Если у вас слово будет иметь в переводе на русский язык вот с такими словами, вы сразу поймете, что это вот он лагаш, понять. Как только понял, как только пойму, да? Он лагаш. Это я поняла после того, как. Вот так переводится. Он лагаш, стилёгаш, тургаш. Вот вы начали, как? Он лагаш. Только он лагаш стало разговаривать на татарском, вы начали не сразу. Он лагаш хана, да? После того, как начали ходить к нам на занятия, например. Он лагаш. Хаш, вернувшись. Давайте поупражняемся и там разберем непонятные вам ситуации. Так, кто там последний был? Эльвира. Когда наступила весна? Весна. Знаем. Только весна и знаем. Только весна и знаем. Я знаю, будет каша. Наступила житкеш. Я Дürüst. Эльвира, что надо? Яс. Наступила житя, яс житя, а в нашем случае это будет какое? Ты прибавляешь гаш или кеш? Дürüst. Дürüst. Из-за ты у нас прибавляется яс житкеш. Дürüst. Яс житкеш. Так у нас, когда наступила весна, птицы вернулись. А вот не знаю, кэшся. Житкеш. Да. Ну, это больше разговорная вещь. Ясла житкеш, птица пошла. Хойтала, хойта. Не будет ошибкой. Давайте еще раз красиво ты нам скажи по-русски и по-татарски. На наступила весна, птицы вернулись. Я Житкеш каш пошла. кашла катар. Хойта. Пошло хайтала, пошло хайта. Молодец, Эльвира. Ундер, да. Люра, позайдешь, когда я приду. Мен киргаш, кирясы. Мин қойткаш. Койткаш, да. Мен койткаш. Келерсің, да? Там, если вы соседу так сказали, соседке зайдешь, когда я приду, или сестре зайдешь, когда я приду. Мин койткаш. Мин қойткаш, келерсің, можно сказать кер, если вы с этим... Подождите, мин койткаш, это когда я приду. Да. А ты зайдешь. Син, если вы хотите со Ну словом как было? ты. Как будет? Без кырышсын. Келерсің. Кырышсын. Можно сказать просто кер, если вы с этим человеком на ты, да? Без қойткаш, кер. Қойткаш. Вам вот очень хорошее предложение, да, когда закончишь школу, поступишь в университет.
закончишь. Мы не сталкивались с этим глаголом. Кто может подсказать? Мектепне биткештен. Биткеш лучше, Елизавета. Давайте не будем термин вот это. Мектепне биткеш. Университет катырышсың. Молодец. Какое слово непонятно себе? Закончишь, поступишь. Закончишь? Биткеш это закончишь. Именно закончишь. Поступишь? Ну, видите, тут, если какой-то про поступок говорится, например, он поступил некрасиво, мы это будем переводить, он поступил некрасиво, ямсиз шляды, йосады, вот это Сделал вот. некрасиво. Да, сделал некрасиво. А тут, если поступить в вуз, например, кирирсен, поступить в школу, вот как зайти у нас переводится, поступить, в данном случае кирирсен, укрыга кирирсен, у нас вот вместе. Поступить учиться. Да, укрыга кирирсен, ты поступишь учиться, укрыга кирирсен. Университет. Университет укрыгакерерса. Университет. И какой это аффикс мы добавляем? Университет не. Круглый. Нет? Ну да, я слышала. Куда? Да. Университет, да. Ха. Университет. Ха. Университет. Актересы. Мы говорили про перевела. А вы про Олега переведете мне? Пример. Олег позвонил после того, как вернулся папа. Так. После того, как вернулся папа. Папа, эти, Олег, сейчас подожди, это не слово позвонил. Олег, Ну, а как будет окончание этой чувства? позвонил. Если в пришедшем времени, прошедшем, да? Да. Шалтырат. Да. Шалтрат. Если ты, Шалтырата. шалтрат. Олег. Шалтырата. Этикует кэш, Олег шалтырата. Тюриш. Это поташ, Олег шалтрат. Да, это уже он позвонил. Да? Шалтрату. Шалтратхануса, это уже, как мы с вами, это вы не были свидетелями этого действия, просто узнали об этом. Тоже не будет ошибкой. Тут и лучше было бы оказывать, что Олег позвонил, тогда вы бы сказали Шалтратхан. Шалтратхан да. Когда окончили занятия, студенты пошли домой. Что мы делаем с вами каждый? Занятие. Выросло. Дерслят. Кончились. Уткеш, дедеш.
Есть прямо за стаканчик. А вот есть куда Студент лар. Ой, Эге, эге, иге, Ой, да, правильно? иге. Да, и Я уже услышала. Альфия, Айдар, сформулируйте нам, пожалуйста. Бардела. Это же мы делаем каждый раз, когда у нас заканчивается занятие. И вы, студенты, давайте скажем про себя. Альфия Панатовна. Студентlar. Үйде. Öyle. Үйде. Үйден – это из дома. Үйде. Куда? Үйде. Откуда? Үйден. Үйде. Öyle. Bara. Балалар, кайталар, үйде. Да, үйде кайталар, но они же возвращаются, домой мы больше возвращаемся, поэтому здесь будет лучше применить глагол кайталар, кайталар, да, кайталар. Gittiler. Гитлер это ушли домой. У нас было бы предложение тогда, когда закончится занятие, студенты ушли домой, но тут они пошли домой. Dersler bitmiş. Studentlar. Öyle. Kayıtlar. Дурыс. Как только ты скажешь, я приду. Были уже готовы, да? Пошхабра, погромче. Громче. Эйткеш. Дурыс. Син эйткеш мин барам, мин килям. Хоть как. Молодец. Син эйткеш мин килям. Эйткеш, да? И последнее. Успеха. Так как любит. Подождите, давайте прочитаем все предложение. Сейчас наоборот должен быть. Так как дома не было хлеба, мне пришлось идти в магазин. Ну, вот тут может, да, дома не было, можно убрать так, как, да, дома не было хлеба, мне пришлось идти в магазин. Давайте начнем разбираться. Мне пришлось идти в магазин. Дома не было хлеба. Үйде. Икмек. Да. Биткеш. Үйде икмек биткеш. Хлеб знаете, да? Слово? Да, можно сказать пипи. Үйде икмек биткеш. Дом еще раз. Үй. Помогайте, давайте, Альфия узнаем. Да, Икмек Беткеш, Мин, магазин Барам Кирек. Там прямо надо? Nina magazin. Bana сейчас buldu. Я пришлось писать. Да? Мира. Ну да, пришлось барга туркильды. Ну давайте. Да. Давайте лучше так, шире. Барыгат, Туркильды. И давайте, да, вместе красивые предложения создадим. Үйде икмек биткеш. Это нам сделала уже Люцьева. Первую часть предложения. Мин. Ми. Дальше мне пришлось. Элиза помогает там где-то. Bora. Nina magazinga, turga kildi. Mesela что я тут? Барга туркильды.
Ну, согласна, сложное предложение для вас подобрала. Ну ничего, мы справимся. Окончательный вариант. Окончательный вариант Елиза Пайда. İda ikna bütkeş, mina magazinda, oraga kilde. Тура Кильде. Turu kilde o. Magazin, turu kilde da. Oraga turu kilde. Два раза. Тура. İda ikna bütkeş, mina magazinda, oraga turu kilde. Эфине. Биткеш, кургеш, анлагаш. Когда вы видите с такими адресами, нужно. Еще раз. Пришлось идти. Пришлось, да, пришлось. Тура Кильде. Тура Кильде. Пришлось. Во всех смыслах будет так. Пришлось поступить, например. Да, часто применять придется. Пришлось. Хотя вот слово тура, это тура-линия, прямая линия. У нас как переводится? Прямая дорога. Тура-кильде. А тут, если со словом кильде употребляется это слово, то это означает пришлось. Но если, например, тура юл, это вы прочитаете, не путайте. Тура юл, например, да? Тура переводится как прямая. Дорога. А вот если со словом кильде, то это пришлось. Это как устойчивое Да, это всегда вот тура кильде. Да, да, да. да, да. Тура кильде. Тура килящак придется. Например, если мы скажем тура килящак. Ну что, мы уже последнее разбираем, да? Вот это и есть последнее. Нет, мы сейчас каш-кеш разбирали, нет? Да. Үйде икмәк біткеш. А тут у нас ганше, генше, ханше, кенше. Тут уже выражает предел действия, степень завершенности. По-русски требует употребления слов пока, прежде чем до. Бон раньше. Мы с вами, извините, давайте до 4-го посмотрим отрицательную форму третьего случая. Онла магаш курмягаш. Маме отрицание означает. Это для нас уже не новость, да ведь? Помните? Маме. Онла магаш. Ошок магаш. Еще раз скажите. Курмягаш. Аллах, это понятно. Онла магаш. Не понимая больше. Не понимав, не понимая, вот, да. Курмягаш, не увидев. Курмягаш. А скажите, как в татарских частицах только? Например, люблю только тебя, да? Да. Тик сине. Тик? Да, тик. Чиксини бина. Тик сине бине, да. Ясно. Пришел только он. Тут уже улгына килде. Тик улгына килде. Ну, можно, да, тик. Только. То же самое тик. А если мы скажем тик-туран, то это значит, если употребляется со словом туран, тик-туран, это значит, как бы сказать, бездельничать, вот. Ничего не делать. Просто сижу. Да, тик. А когда будет тик-туран? А вот детям говорит, тик-тырос. Тик-турос. Не бездельничать, а тихонечко Да, ведите да, себя. да. Тик-турос. Ну, успокойтесь, это Успокойтесь, больше, да. да. Тик-турос. Спокойно. Ничего не делайте. Да, ничего не делайте. А если вы хотите сказать вот со слов, вот если только, мы же не скажем детям только сидите.
Люблю только тебя, Тиксинера там. Напишите, Екатерина, скажете. Отрицательная формула у нас нет сложности, да, потому что маме мы умеем уже употреблять. Мы знаем, что это означает отрицание. Анламагаш, кульмегаш. Раньше, давайте перейдем. 4. Борганше. Давайте лучше на примерах, да? Мин бокшада арганше эшлядым. По-русски будет требовать слова пока, прежде чем до. Имейте это в виду. Последний кем не топтал. Давайте первое попробуем вместе, да? Потом уже будет нам легче. Бокша это огород. Минья. И как работали? Я пока огород не буду. До усталости. Ну, Да, пока не очень устала, пока не да? устала. Мгм. И как мы сформулируем предложение? Я на огороде. Я на огороде Работала, пока не устала. работала, пока не устала, да, дürüst. Эльвира, erkek ilgilenişi uzak tuttum. Пока детство еще. Я не ушла. Küttüm. Не кайттым, а küttüm. Kütü, kütürler. Кто знает? Ждать. Я ждала, пока отец не пришел. Ты правильно, Эльвира. А где здесь слово я? Ну, тут можно сказать, я, можно это пропустить, пропустите, пожалуйста. Узак, это что? Узак это долго. А почему? Киттем, вот окончание М, оно и показывает, что это Да, да. Все правильно Тура вам объяснила. То, что küttüm, что это я именно ждала. А можно сказать, я долго ждала его возвращения. Ну, если возвращение, пойти раньше, да. Ну тогда лучше вот это, да? Да. Это мы будем говорить своим детям. Ошарга раньше, кулағызны юғыз. Как мы говорим это? Мойте руки перед едой. Правильно, правильно. Но прежде Да. чем сесть, кушать. Да, это если вы дословно переведете, будет так, прежде чем кушать. Да, но мы говорим кулағызны юғыз, да? Екатерина, Подождите, у меня уже все. Ашарха утыргынше. Кулыгызны югыз. Это вторая часть. Мойте руки. А первая. вам уже Перед тем, говорили. как вас есть кушать. Но шарга это поторопитесь, поторопитесь. Нет. Сесть. Я вам говорила, когда писала это слово, только не путайте. Все. Помнили, да? Да. Это же. Это сесть. Все. Угу. Следующее предложение с вас. А, с меня? Да. О, Минка Канше. Это то. Я не знаю. Пока я кое-то вернулась опять, да? Пока я вернулась, да? А дальше не знаю. Кто-то ждал тут меня? Вы говорите, уходя, своему сыну, Минка раньше Пока я не вернусь, жди. Да. А то. А? Кто? Күтүктөр, күт, можно сказать күт, но күтүктөр это будет то же самое жди. Это одно слово. Подожди. Да. Подожди. Котептор это подожди. Да. Почему? Подожди, пока я... Подожди. Котеп. Это у нас дефис, нет? Күтүктөр. Минка раньше күтүктөр.
күт. Мен айтқанша күт. Айтқанша күтіп тұр. Вот гибкий часть у нас. Айтқанша. А это что такое? Күтіп тұр. Это уже не следующий глагол. Айтқанша күт. Күтіп тұр. Как вы переведете это предложение? Нет, ну жди меня, пока я не вернусь. Да. Ну, как бы я дословно не могу понять. Мен, я. Да, это пока я не вернулась, вот эта вот Да. часть. Это понятно. Подожди, күтіп тұр. Подожди. Это победительная форма, получается? Да, да. Күтіп тұр. Вы приказываете, да? Просите. Не встречалась с такой? Ну, А это слово что означает? Да, стой и жди, тут если дословно перевести. Ну, может, если мы составим предложение, мы подханчу кыт, тоже будет, не будет ошибка. У нас уже У этого у него неопределенная форма есть? күтіп тұрға. Есть, да? Ну, то есть это глагол. Если Не просто жди, а подожди. да, да, вот прямо приказываем, чтобы күтіп тұрға. Отрицательный вариант еще посмотрим, и у нас уже время. Бармағаншы, күтмегенші тоже самое. Помните, да, маме. Вот все, что осталось у нас в упражнениях, это я вам оставляю на домашнее задание. Мен қойтканшы күтіп тұр. Мы до этого дошли. А вот салқынлар башланғаншы и дальше вот это упражнение, пожалуйста, поработайте с ними дома. Амин сізне рахмат білдірем. Спасибо, что пришли. Келуіңіз үшін рахмат. А на второй день сейчас что Ждем вас в следующий раз на 15 и 16 занятиях. Всего рахмат. Рахмат.